в какой момент вы поняли, что отныне танец станет вот вашим союзником по жизни? Ну, папа всегда после работы сидел, играл на домбре. И мне было звук, ритм передается, когда ты кусаешь ушко, домбры, да, хлах называется вот эта часть, и передается вовнутрь ритм этих вещей, которые он играл. Вот это вот у меня ярко как-то вот детское впечатление. А когда уже опять по болезни папы мы переехали ближе к городу, я пошла учиться уже в городе, в школу-интернате. Там, естественно, разнообразие вообще в жизни детей меня поразило. Я находила время ходить и на баскетбольную секцию, и на волейбольную секцию. Одно время занималась гимнастикой. Потом вот немножко в средних классах постарше уже я стала ходить на домбровый оркестр и хор. Тогда еще как бы танца, мне кажется, не было. Вот в 5 классе впервые у нас появилась хореограф, делала танцы. Вот, естественно, подбирая детей, я попала. Я даже не помню, как она по классам ходила, подбирала, или я сама пошла. Но факт то, что я попала в эту танцевальный кружок. И вот, наверное, с этого момента началась моя какая-то вот хореографическая жизнь, скажем так. И мне очень так запомнился. Приехал Ахмед Жуманов со своими детьми. У него юбилей, он ездил по всей Актюбинской области. И у нас в школе была встреча с ним. И вот тогда наша руководитель кружка Мадхайнудинова, она работала в филармонии на то время. И вот она станцевала на его пеке танец. У меня ярко как-то вот вырезалось впечатление, осталось от этого танца. Вы знаете, я с 5 класса уже как-то целенаправленно стала заниматься этим. А потом уже в 7 классе я уже пошла в областной дом культуры. Вижу, что там более интересно. Появился понятие станок, классика, они не называлась классика, тренаж. Да, как тренаж-класс. Во всяком случае, пие, там, батман, танцю, это уже было, да. Преподавала студент хореографического отделения Актюбинского просветучилища. На то время было очень популярное это училище, и ребята были сильные. Потом я знаю, что девочки танцевали и в Гурдевере, и вообще, в общем, такая сильная школа была. И вот Виктор Ищук был такой педагог у меня первый, наверное, который ознакомил меня там с азами, да? С азами классического танца, скажем так. И вот первый коллектив, который я увидела, это был Юхановский коллектив, конечно, по классике. До этого приезжали ансамбль песни и танца, во Дворце железнодорожников выступали. На то время даже и слово «дворец» не это Дом культуры, да, железнодорожников. Я помню, это где-то в 5-6 класс. Эти колосья, вот у них была в программе. Ну, естественно, впечатление для ребенка очень большое, конечно. Вот это вот осталось в памяти. Наверное, вот это как детская влюбленность, наверное, была прежде всего. Которая предопределила, да, уже. Потом уже как бы вот в жизни она повела туда. Появляется какая-то любовь, что, вы знаете, даже мне снилось, что я все время летаю, все время танцую, и боязнь, что ты не сможешь, да? Вы называете себя волком-одиночкой? Вы привыкли ставить перед собой цели, реализовывать их, вы привыкли полагаться во всем на себя. Всегда ли так было, вот, когда супруг был с вами, вот он как-то брал на себя часть? Обязательно. Когда он был рядом, наверное,
все делал он, скорее всего. Как-то я, как бы меня вот эти вот вещи не интересовали. У меня работа, все, я работаю. А вот какие-то организационные вопросы, быт, даже, да, элементарно, бытовые какие-то вопросы, все решал он. И мне года 3 я не могла жить, как сейчас я живу, да. И я долго оглядывалась назад. Я даже не знала, мне покупать этот пиджак или нет, потому что его нет рядом, мне посоветовать некому, понимаете? В таком я состоянии прожила года 2-3, наверное. А потом думаешь, ну, надо, значит, все брать на себя. Но из детства у меня, наверное, не было такого просить что-то, надеяться на кого-то. Мать нас воспитала 4 без отца. Отец умер, когда мне было 10, старшему 14, младшему 2 годика. Нас осталось 4 человека. И вот она 3 вещи, это мы не должны. Алажи под дома, значит, с улицы ничего не носить домой, ни у кого ничего не брать без... Даладан жилят кельме, это значит, с улицы не надо домой носить, там кто-то тебя обидел, кто-то что-то умнее давать сдачи. 3, это отвечать за себя. Знаете, вот эти, это как вот у меня превратилось в кредо в жизни. Не обманывать, отвечать за себя, не обманывать никого. Вот это, если я сказала, я делаю. Если не могу, то я могу сразу сказать, что это не под силу мне, да? Почему волк одинок? Потому что, вот, наверное, я даже в своих каких-то... нужно было у кого-то попросить что-то, но я не могу. Мне надо издавать вот это все издано за свой счет, да? Допустим, у нас никто не... Ну, слава Богу, есть у меня возможность. Я концерт провожу, я там все сама оплачиваю, сама беру на себя все. Небольшие какие-то расходы, естественно. Понимаете, как я говорю, это тоже надо уметь. Ходить, доказывать что-то. Мне говорит, ну вы же столько заслужили, могли там провести этот концерт, кто-то. Ну, зачем людей напрягать, когда все у меня есть? Как вам удалось проработать так продолжительно, несмотря на яркую, но не очень удобную, наверное, в нашем обществе черту, да, в характере, такую, как вот, да, выражающаяся в обезоруживающей прямоте высказывания своего мнения? Я, зная, понимая, что общество это не воспринимает, но, понимаете, я всегда говорю, я должна жить в ладах с своей совестью и в гармонии, быть с собой, понимаете? Это вот, наверное, прежде всего меня вперед двигает. Я поэтому, видимо, высказываю сразу свои мысли, сразу говорю о том, что правильно и правильно. Хотя я потом могу пожалеть о том, что, ох, можно было промолчать, не сказать, да? Не по-другому сказать, а промолчать. Промолчать, не по-другому я не могу. Понимаете, по-другому не могу, просто улыбнуться и сказать, что это хорошо, если это плохо, я не могу. Вот я иногда, когда мама была, я говорила, мам, наверное, ты виноват, потому что в нашей семье все дети такие. Понимаете? У меня и сестра, и брат такого же. Ну вот, и мы всегда говорим, мам, наверное, ты виновата, то, что вот, да, она была одна, она не хотела каких-то проблем, чтобы у детей были, да, но она вот нас так воспитала, понимаете? Вот, Туган Спановна, вы потом уже оказались в этом самом эпицентре, да, развития танцевального искусства. Было ли вам сложно утверждать вот национальный танец среди профессионалов? Прежде всего, по окончании школы меня пригласили в Актюбинскую филармонию. Я там год проработав, поехала учиться в Алмату. Я в тот же год уехала в Алмату, а там как
у нас эстрадная цирковая студия была при Казаконцерте, она выпускала и набирала. И вот в 68 году у них выпуска не было, выпуск был в 69 году, и мне пришлось вернуться, работать в филармонии Актюбинский год, потом поехать уже учиться. Там, проучившись, нас на то время было всех специалистов отправляли работать отработка, да, по направлению. И вот я попала вновь организовывавшаяся в Тургайскую область. И там, наверное, вот и началась вся. Естественно, я приехала с репертуаром восточных танцев, ну, казахских каких-то, более эстрадных, скажем так. И были там и венгерский танец был у меня, и русский танец был, понимаете? Тогда еще не было предопределено, что я буду заниматься именно национальным танцем, да? Я просто как исполнитель. И вот переломный период в моей творческой жизни, наверное, это был в период, когда в этой Тургайской областной филармонии создался первый в Казахстане фольклорный ансамбль. И мы знаем, что на то время было такое мнение, что у казахов не было народного танца. Понимаете? Просто люди перепутали, видимо, сценический танец с народным, да? Да, у казахов не было вообще сцены, скажем так, да, на то время. Сцена казахов это была юрта, где собирались, сидели. Вообще искусство, в смысле народное искусство казахов, она синкретична. Что играет на дамбре ки, он же может спеть. Да? Он может быть исполнителем и народных песен, тот же соскочить, стать, начинать танцевать. Понимаете? Ну, естественно, эта импровизация всегда была импровизационная, потому что у народа вот это вот танец был, единственное, это волнби, это тоже шла как бы импровизация. И вот с созданием этого фольклорного ансамбля пришло время создать какие-то фольклорные образы и возвращаться в народность. И вот тут началась работа с нашим приглашенным балетмейстером, педагогом, она и педагог Ольга Всеволодовна Галушкевич. Она преподавала в школе-студии МХАТ имени Станиславского Намировича Данченко всю свою жизнь, как оттанцевала. Кстати, она выпускница Ленинградской школы и одна из последних выпускниц Вагановой. Она в 1937 году выпускалась у Вагановой. Ну, потом ее эта творческая жизнь, раньше мы знаем, что 20 лет отработали и уходила на пенсию. И как вот она ушла, сразу пошла в педагогическую деятельность и до конца своей жизни проработала. И вот получилось... ее, да, национальный танец? Да, вот с легкой руки товарища, и был такой педагог тоже в школе-студии Щепкина, имени Щепкина, Смирнов, профессор, который вел курс казахской группы, 17 человек, и эту группу выпустили, открыли в Тургай-театр. И вот они приезжали, естественно, творческий союз был, и вот Смирнов нам нашел, Ольгу Всеволодовну предложил Галушкевич работать вместе с нами. Просто у нас на то время как бы у наших балетмейстеров не было такой заинтересованности, понимаете, найти что-то, искать что-то, ездить по аулам, не было желания. Они были поглощены классикой, то, что вы говорили сегодня, что Абиров, что Рыбазов, Благовещ сам по себе, у него был коллектив, у него свои были планы. И вот, пригласив Ольгу Всеволодовну, у нас началась работа. Вы записывали, получается, называли, да? Да, конечно. Каждое движение. Каждое движение нет, наверное, искали, прежде всего искали. И вот приглашали, показывали даже вот за ужином, да, за ужином, у кого есть что. В основном
женские танцы у южанов было, да, а вот мужские в северных областях было. У нас в Тургае были такие исполнители, и вот мы ездили туда, собирали. Это все, конечно, труды Ольги Всеволодовны. Исследовательская работа. Она сделала огромную такую работу исследовательскую, что могла после себя оставить такие труды, как школа казахского танца, 5 казахских танцев, вот эта вот книга, но она из моего репертуара танцы свои постановки расписала, а есть у нее такая научная работа «Бахсы воина» еще, очень интересная, глубокая. Она вообще ставила танцы прежде, чем поставить танцы. Она сидела день и ночь в Ленинской библиотеке, копалась, искала, изучала композиторов, изучала поэтов прошедших веков и современников. Понимаете, этот человек был, конечно, глубоко образованным. Ее отец Гернгрос Всеволод Гернгрос, он один из первых театроведов еще России, русской. Им был создан в Эрмитаже фольклорный народный театр какой-то. В общем, вот он, а мама была скульптором. Естественно, она росла в той среде. Ей было интересно с нами работать. Понимаете, она нашла нишу, где можно будет реализовать себя. И вот мы с ней создали свой репертуар, мы с ней, опять-таки, в Алмате, в музее музыкальных инструментов создали ансамбль. Опять там 11 танцев собрали. И после этого пришла идея, уже можно создавать ансамбль. И вот был создан ансамбль танца «Алтнай», государственный ансамбль на сегодняшний день, который работает в Алматинской филармонии. И вот более 30 танцев казахских она собрала. И массовых, и сольно-мужских, и соло на меня. Вы понимаете, ну, человек, который, в общем, столько труда вложила. Я с благодарностью всегда вспоминаю, что основоположником вообще я могла встретиться с этим человеком, понимаете, вот как судьба, говорят, да, вот встретился. Ну, один из тех, кто вообще натолкнул на этот путь, это Узбекаль Жанбекович, на то время был секретарем обкома партии по идеологии. Этот человек, в общем, повел нас за собой, понимаете, вот с ним было интересно. С ним было интересно. Он сам по образованию историк, конечно, этнограф, изучал, он и защищался по этнографии. Очень глубоко знал вообще народное творчество со всех сторон, скажем так. Не только там песни, там, он и стройку изучал казахов древних, да, начиная от мазанок, там, зимовка, да, что у нас называется кстал, от зимовки, какие строи, ремесло, там, прикладное искусство, он все это знал. Поэтому этот человек, наверное, был подвижником всего. Он за собой повел и Ольгу Всеволодовну, и меня. Я как исполнительница, и Ольга Всеволодовна как исследователь, что там, и музыкантов, и вот это вот созданный ансамбль «Шертер», потом им же был создан ансамбль вот музыкальных инструментов, в музее музыкальных инструментов «Сазген». В общем, где он не бывал, он создавал, создатель, скажем так. Я обычная девчонка, которая, как я, исполнителей было много на то время, но вот я попала в это русло, понимаете? И меня вот в жизни, как говорят, вот бывают моменты, когда ты прям вот меняешься, да, всю свою жизнь и всю от и до, получается, до, вернее, и дальше, да. И вот с этого момента у меня, наверное, начался вот эта моя интересная жизнь.
В общем-то, я сейчас вот говорила об исполнительской жизни, да, но когда-то заканчивается, к сожалению, исполнительская деятельность, и вот пришлось заняться именно обучением, преподаванием, а просто так, не вникая, это невозможно делать, правильно? Естественно, стали изучать работу Шарапа, стали изучать работу Даурента Стамбековича, потому что эти люди, которые действительно создали методологию, от чего мы могли бы оттолкнуться. По Шарапа, по ее методике работала всю свою жизнь Ганикамал Намитчанна, которая развивала по этой линии методику Шарапа. Вообще мы Шарапу все время говорим о том, что она первая профессиональная танцовщица. Помимо этого, мы должны сейчас признать и все время говорит о том, что Шарапа и первый методист. Понимаете? Человек, который вела методику преподавания казахского танца. Мы знаем, вот я как-то сейчас напомнила же о том, что даже был разговор о том, вообще у казахов не было танца, да? Но в 1965 году Шарапа открыла народное отделение и уже ввела казахский танец как отдельная дисциплина. В хореографическом училище. В хореографическом училище, да. И вот с того момента 1965 года все время она идет в развитие. А я и после меня поколение, как бы, да, мы пришли очень поздно к педагогике. Понимаете? Но что, я 27 лет протанцевала, потом только пришла, да. А Ганикамал с рук в руки, как говорят, она была первой ученицей ее, вот именно по дисциплине, по этой. Она же ее вот оставила при себе и дальше Ганикамал Намитчанна даже не стала танцевать, она пошла уже развивать. Да, развивать. И мы все свидетели тому, что у нее есть программа, она очень много работает, и, в общем, благодаря ей, видимо, сейчас имеет развитие вот эта методика преподавания, да. Единственное, допустим, я училась у Даурента Стамбековича, да, и была возможность, изучая работы Шарапа, учась у Стамбековича, была возможность у меня как бы объединить, развить. И вот мы с профессором, доктором педагогических наук Айгуль Кульбековой издали такую первую в Казахстане книгу, да, вот по методике преподавания казахского танца на казахском, на русском языке. Эта книга, мы считаем, что, в общем-то, хорош тем, что мы здесь ничего не придумывали. Понимаете, не надо ничего придумывать, до нас все сделано. Мы просто систематизировали по программе. Здесь, значит, и Шарапа, и Айпиров, и Галушкевич. Это люди, которые непосредственно занимались методикой. У нас нету системы по терминологии. Да, вот по терминологии мы сейчас вот сидим, работаем над этим. В нашей академии хореографии собраны как раз все преподаватели по казахскому танцу, скажем так, сильные, поэтому мы сейчас над этим работаем по терминологии. Мы собираемся и каждое движение разбираем. И заодно и методику исполнения. Да, допустим, как я исполняю, как вот Абиров делал, как у Шарапа, и приходим в единое. Мы сейчас над этим работаем на сегодняшний день. Семья, девочки, главное. Ваш сын, так же, как и его родители, связал свою жизнь с танцем, но уже с классическим, да. Вы желали этого своему сыну? Как вот? Это вопрос. Наиболее часто задавают. Да. Дело в том, что мы с отцом танцевали в паре, да, гастроли. Упустили. На то время вот его первый учитель, очень известная учительница начальных классов была, мы рядом жили, в Алмате в 69-й школе преподавала, очень грамотный человек. Она
уже в возрасте была на то время. Но и она понимала, что мы все время в отъезде, а Жанбек оставался с девочками, с племянницами. И девочки взрослые, конечно. Они... И вот Роза Сильна, она решила, что родители, если в отъезде, ребенок должен быть под присмотром. И когда с училища приходили класс смотреть, и вот она как бы первая, кто предложил, это она предложила. Вот родители, ну, с училища пришли, естественно, знают родителей, да, и Жанбека как бы записали. И вот мы приехали, все, он говорит, меня в училище-то, естественно, у меня как бы, мне это было приятно, но отец категорически был против. Ну, он то, что у нас ребенок рос вне нас, скажем так, да, все время мы на гастролях, а работали мы в областной филармонии, это областная филармония, это 9 месяцев в году в отъезде. И вот отец с этих точки зрения был против. Но с точки зрения, чтобы он не болтался во дворе, конечно, мы согласились. И в училище он проучился, неплохо закончил. К этому как бы доказательство того, что он пошел в наш театр, танцевал краса там. Да, в общем, какие-то вторые партии он характерные там уже вел. И он выпустился неплохо. А потом был период, когда у нас театр все время на ремонте, то не было ни гастролей, все. В этот период ребята многие уезжали, и он выехал сперва в Донецк, вот Питер приезжал, ребят все к себе приглашал. А потом он просто через год в Москву, на то время сама Майя Михайловна была руководителем коллектива «Русский имперский балет». И вот он туда по конкурсу попал, до 13-го года проработал там 13 лет. По окончании папы уже он вернулся, чтобы мама была не одна. И сейчас рядом со мной. Но он уже... Сегодня вы трудитесь в Казахской национальной академии хореографии. Чем вам интересна сегодняшняя молодежь? Чем интересно? Чего ей хватает, чего ей не хватает, на ваш взгляд? Какие вот у нее есть в нашем современном обществе сильные стороны? И вот чему хотелось бы их еще вот направить, научить? Вот? Ну, во-первых, молодежь очень продвинутая, скажем так, да, может и отсталая, скажем так, да, хоть и мы живем в этом обществе, да, немножко у нас свои понятия, свои, а молодежь, она продвинутая. Я всегда могу без угрызнений совести, без всяких там, не с потолка, а там взгляд профессора, а просто как простой человек спросить на любую тему, на любой, даже по своей же дисциплине там спросить какой-то совет, а можно это, нет, а вот это вот вам приемлем, не приемлем, это, мне кажется, нормально. Мне молодежь с этой точки зрения нравится. Нравится то, что они ищут, то, что они чего-то хотят. Понимаете, вот все время, это ведь самое главное человека, понимаете, чего-то хотеть. Все. Человек век, не зря сказано, век живи, век учись, да. Думаете, я все знаю по казахскому танцу или по культуре своего народа, там, да? Да нет, конечно, Господи Боже. Я далека от этих мыслей, поэтому я до сих пор могу прийти что-то домой, прибежать и искать в этих литературах, где-то копаться, да, если есть сомнения в чем-то. Поэтому с этой стороны вот, мне молодежь нравится. А что не нравится? Мне кажется, у нашей молодежи немножко, может, это от того, что информации много, да, они рассеяны. Не скажем так, что не все, но в основном молодежь рассеяна. Они хотят все и сразу все, а получается, что ничего. Да?
Вот эта сторона меня, как бы, я всегда об этом тоже говорю, и дома говорю, и везде, понимаете? Нужно иметь цель и потихоньку бежать галопом за один день ничего не бывает. Понимаете? Все по крупицам собирается, все по крупицам и достигается чего-то большого. Что есть любовь в вашем понимании? Любовь. Любовь — это, наверное, когда родные рядом. Родные, прежде всего. Как необходимо проживать каждый свой день? Вот каждый день. Ох, сделать то, что намечено. Вот я ухожу, перед собой пишу, завтра что я должна сделать. Раз, два, три. И вот это, если я сделала к концу рабочего дня, ой, как хорошо, я сделала, понимаете? А если вот одно из этих не сделано, я думаю, боже, это осталось на завтра. Понимаете, вот это и есть ответ на ваш вопрос. И ваша вот мечта какая-то? Что вот хотелось бы еще быть? Ой, девочки, я вот долго-долго так хотела на сцену вытащить молодых исполнителей народных танцев. Понимаете, у нас в нашей очень много талантливых молодежи. И вот я сейчас бежца 31-го и эту мечту как-то воплотила, да? Получается, воплотила. Следующий уже мечтала увидеть интересные моменты своего внука. Здорово. И последний вопрос. Если бы у вас была волшебная палочка, как бы вы ее использовали, что бы вы сделали с ее помощью? Сложный вопрос. Наверное, прежде всего, что у моих детей все было хорошо и именно исполнялись их мечты. Понимаете? Вот бы я палочкой сказала. Спасибо большое, Туан Спан, за беседу. Спасибо за ваше время.